Бүгін еліміздің мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев үкіметтің кеңейтілген отырысында қазіргі Қазақстан үшін өте маңызды тақырып адамның тұрғын үйге құқықтарын қорғау кепілдігін қозғады. Тұрғын үйге құқық түпкілікті болып табылады. Ол адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясында және экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар туралы пактіде бекітілген. Біреулер бұл тек меншік құқығы деп ойлау мүмкін. Бірақ іс жүзінде бұл құқық көп қырлы. Жилье не просто крыша над головой. Оно должно быть безопасным, доступным, пригодным для жизни. Мы говорим об элементарном наборе благ. Вода, электричество, тепло. Но что еще человеку важно? А он хочет быть уверенным, что просто так его из дома никто не выгонит. Говоря юридическим языком, нормативным ядром права на жилье является гарантия защиты от произвольного выселения. Международные стандарты допускают выселение только при кумулятивном, то есть одновременном соблюдении сразу нескольких условий. Первичное из них – только законные основания. Выселять кого и когда угодно недопустимо. Защита прав проживающих лиц имеет приоритет. Вот недавно стояли морозы, минус 25, минус 30. Ну и как в таких условиях выселять? А если это единственное жилье? А если это семья с малолетними детьми? Но иногда выселение следует проводить для защиты самих выселяемых. Например, когда речь идет о потенциально опасной локации, угрожающей жизни и здоровью. Потому как право на жилье не означает позволить погибать в опасности. Но даже при наличии легитимных оснований должны соблюдаться все процедуры. В том числе обеспечено право защищать себя в суде. Споры вокруг условий проживания и выселения должен разрешать только суд. Поэтому предлагается закрепить в Конституции следующую норму. Без решения суда недопустимо не только решение жилища, но и выселение из него. Кто-то скажет, что действующие законы и так запрещают это. Но отражение этого принципа в стержневом правовом документе обеспечит его юридическую константность.